Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. На территории Сирии действует российский спецназ. В Министерстве обороны России рассказали, зачем оставили бойцов спецподразделений и назвали количество погибших россиян, воевавших на стороне ИГИЛ. Кыргызские мусульманки разрушают стереотипы. Чемпионка республики по вольной борьбе выходит на спортивный помост и завоевывает призовые места, не снимая хиджаба. А ведь пророк наоборот говорил, что женщины должны получать знания, обретать новые навыки, учиться. Проект «Стена» в Украине год спустя. Десятки миллионов долларов, выделенные на защиту от России, пока себя не оправдывают, а жители приграничных поселков чувствуют себя как в клетке. Это Россия, там моя дочка живет, детки. Но теперь их сюда не пускают. В Усть-Ингире национальная таджикская борьба, без которой не обходится ни одно празднование Навруза. Таджикские богатыри борются по правилам, придуманным тысячелетия назад. Я уже выступаю во второй раз, и я очень рад, что победил в этот раз. Для меня это шаг вперед. Госсекретарь США Джон Керри встретился с президентом России Владимиром Путиным. Главными темами встречи стали Сирия и Украина. До встречи с президентом Керри провел переговоры со своим российским коллегой, министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Госсекретарь США заявил, что хрупкое перемирие в Сирии снизило уровень насилия в этой стране. По некоторым данным, на 85-90%, передает Рейтер. Однако, отметил Керри, хотелось бы видеть продолжение этого процесса и увеличение притока гуманитарной помощи. Мы тесно сотрудничали, и результатом такой плотной работы стал прогресс в вопросах перемирия. Результат пока хрупок, но уровень насилия сократился почти на 90%. Надеюсь, что эта встреча здесь, в Москве, поможет как можно скорее проложить дорогу к окончанию конфликта в Сирии. Накануне визита Джона Керри в Россию в Госдепартаменте сообщили, что госсекретарь во время своих встреч обязательно обсудит ситуацию с украинской летчицей Надеждой Савченко, которую российский суд приговорил к 22 годам лишения свободы. Напомним, что Киев готов ее обменять на 2 задержанных в Украине российских бойцов ГРУ. На территории Сирии действует российский спецназ. Об этом заявил командующий российской группировки в Сирии генерал Александр Дворников. По словам генерала, бойцы выполняют доразведку объектов для ударов российской авиации, занимаются наведением самолетов на цели в удаленных районах и решают другие специальные задачи. Дворников также сообщил, что в Сирии были убиты около 2000 выходцев из России, которые воевали на стороне террористов, в том числе 17 полевых командиров. Между тем, российские потери, по словам экспертов, власти признают неохотно и спустя месяцы. Команда расследователей Conflict Intelligence Team совместно с РБК выяснили имя 6-го российского военного, погибшего в сирийской операции. В Министерстве обороны России пока эту информацию не подтвердили. И натолкнулись на сообщение одного из сослуживцев, Сергея Чупова, это так зовут очередного погибшего в Сирии российского военного, о том, что вот командир спецназа погиб в Сирии от осколочного ранения. Мы начали собирать о нем информацию, установили, что он, скажем так, в преклонном возрасте уже был, ему был 51 год на момент смерти, он был в звании майора, он отслужил в Афганистане, прошел афганскую войну, затем первую и вторую чеченские кампании, где он командовал взводом спецназа сначала 101-й отдельной бригады внутренних войск, а потом 46-й отдельной бригады внутренних войск, которая существует и сейчас. Вот. Это элитная бригада, куда входят в том числе этнические батальоны север и юг. Его сослуживцы говорят, что, скорее всего, они делают такое предположение, они не говорят с точностью, они говорят, что, скорее всего, он попал туда как военный, поскольку он был военным до мозга костей, и вряд ли бы он поехал как доброволец условный туда. В беседе с корреспондентами РБК другие его сослуживцы сказали, что он вышел на пенсию в середине 2000-х годов. Но при этом они не отрицают, что, возможно, он подписал основной контракт и уехал в Сирию. Сирийские правительственные войска продолжают продвигаться в сторону города Пальмира. Сейчас этот город контролируют боевики так называемого исламского государства. По данным неправительственной сирийской мониторинговой группы, бои идут в окрестностях Пальмиры, и сирийской армии удалось взять под контроль один из западных районов города. Наступление армии Асада и лояльных ему отрядов шло при активной поддержке с воздуха российской авиации. Напомним, боевики захватили Пальмиру в мае прошлого года, и с тех
сих пор взорвали несколько древних памятников, находящихся в исторической части города. Журналисты Associated Press со ссылкой на европейских чиновников сообщили, что ИГИЛ подготовила как минимум 400 человек для теракта в Европе и хочет действовать автономно, без координации и самостоятельно принимать решения о проведении терактов. По словам анонимного представителя европейских спецслужб, их целью является совершение большого числа точечных терактов, чтобы заставить Европу тратить больше денег и человеческих ресурсов. Теракты в Брюсселе, по мнению экспертов, стали провалом бельгийских спецслужб. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что террорист Ибрагим Бакрауи, взорвавший себя в брюссельском аэропорту, был депортирован из страны летом 2015 года, и власти Бельгии и Нидерландов были предупреждены о его возможной связи с исламистским подпольем. Его брат Халид Бакрауи, который взорвал себя в метро Маальбек, и Наджим Лашрауи, которого также подозревают в причастности к терактам бельгийской столицы, находились в розыске Интерпола по обвинению в терроризме. В то же время, отмечают эксперты, подобные террористические атаки трудно предотвратить. Свидетельством этому стали теракты в Мадриде, Лондоне и Париже. Стала ли такой неожиданностью информация о том, что ИГИЛ подготавливает смертников для организации терактов в Европе? Об этом мы спросили обозревателя по вопросам радикального ислама Орхана Джемаля. Мы видим, что данная программа, которую вот после Брюсселя стали называть новой тактикой, она на самом деле не новая тактика, она использовалась во Франции несколько месяцев назад. Запустили вот эту программу терроризирования Франции в ответ на присоединение Франции к коалиции и начало бомбардировок исламского государства. Это был прямой непосредственный ответ практически сразу. Бельгия входит в ту же коалицию. Бельгийская полиция совместно с французской проводила мероприятия, связанные с ликвидацией вот этой вот ячейки исламского государства. То есть повод для этого мероприятия есть. Совершенно очевидно, что Бельгия и Франция в данном случае являются целями не только потому, что они примкнули к коалиции и участвуют в этой коалиции, и бомбят исламское государство, но и потому, что там развитая, хорошо организованная сеть, которая уже к моменту вступления этих стран в коалицию имела там место быть. Там изначально была такая богатая, мощная арабская диаспора, на которой все это базировалось. Это могут быть разные причины. Но сказать, что вот сейчас, в последние моменты, исламское государство озадачилось созданием диверсионной сети по всей Европе, это нельзя говорить, потому что это было раньше. Мы видим, что это продолжение в одном и том же регионе, где есть это диаспорное пространство, на которое опирается исламское государство. И ничего нового, по сути дела, не появилось по сравнению с тем, что было осенью прошлого года. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов презентовал очередную книгу, которая на этот раз посвящена чаю. Она называется «Чай, лекарство и вдохновение». Незадолго до этого в свет вышла другая его книга «Полет небесных скакунов». Эти книги уже переведены на несколько иностранных языков. Общее количество книг, написанных президентом Бердымухамедовым, 6. По традиции они вручаются чиновникам в торжественной обстановке. Жители Туркменистана получают президента подарки, прикладывают их к колбу и целуют. Эта традиция всегда касалась только Корана или хлеба, но с некоторых пор все, что имеет отношение к президенту, будь то книги или конверты с деньгами, превратились для туркмен в такие же святыни. Кыргызские верующие девушки пошли в большой спорт. Причем некоторые из них выбирают силовые виды. Хиджабы не мешают им выходить на маты и завоевывать призовые места. Наш корреспондент Джибек Бегалиева встретилась с чемпионкой Кыргызстана по вольной борьбе и узнала, как разрушаются стереотипы. Хрупкая, невысокая, даже с подругами она застенчива. Но не от того, что хиджаб на голове. С предрассудками о мусульманках она, кажется, борется всю жизнь. Спорт факультетінде оқуым десем, спорттың қайсы түрі дейді анан. Когда люди узнают, что я занимаюсь борьбой, многие удивляются. Некоторые думают, что если девушка носит платок, то ей нельзя выходить на улицу, увидеть мужчин и даже учиться. А ведь пророк наоборот говорил, что женщины должны получать знания, обретать новые навыки, учиться. Каным – чемпионка Кыргызстана по вольной борьбе. Одной из лучших она была и на азиатских соревнованиях. Правда, титулы и медали для их семьи – дело привычное. Ну а как еще? Отец Каным – обладатель черного пояса по карате. Младший брат вот-вот уже нагонит сестру. Есть у них в борьбе даже свои семейные приемы.
В нашей семье спортом занимаются все. Отец еще занимается борьбой. Он для нас пример для подражания. Так же, как и спорт, важную роль у нас играет ислам. Платок, по словам Каным, ей не мешает. Говорит, в нем наоборот, удобнее. Таких же, как она, борцов в хиджабе она еще не встречала. Говорит, большинство коллег-девушек придерживаются светских взглядов. И тем и другим быть сильными хочется только на ковре. Я никогда не хотела соревноваться с мужчинами. Женщины слабее, ранимее. Женщине в исламе дана особая роль. Я надеюсь, что буду хорошей женой. Но мой муж, конечно, тоже должен заниматься спортом. Сейчас Каным учится на спортивном факультете одного из столичных вузов. Мечтает стать тренером и готовится к новым соревнованиям. Признается, что давно не было больших побед, а еще говорит, что там, на турнире, больше медалей ждешь того, как произносят имя и название страны. Нурджамал Бурхан-Кызы, Кыргызстан. Дюбек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Проект «Стена» в Украине год спустя. Десятки миллионов долларов, выделенные на защиту от России, пока себя не оправдывают, а жители приграничных поселков чувствуют себя как в клетке. Это Россия, там моя дочка живет, детки. Но теперь их сюда не пускают. Гуштингири – национальная таджикская борьба, без которой не обходится ни одно празднование Навруза. Таджикские богатыри борются по правилам, придуманным тысячелетия назад. Я уже выступаю во второй раз, и я очень рад, что победил в этот раз. Для меня это шаг вперед. На востоке Украины возобновились вооруженные столкновения между украинской армией и силами сепаратистов. По словам представителя штаба антитеррористической операции Украины Сергея Жмурко, боевики уже в течение 3 недель пытаются продвинуться в сторону города Авдеевка, которую контролируют украинские военные. На этих кадрах вы видите обстрелы, минувшие ночью. Съемки сделаны с украинской стороны. Штаб АТО подтверждает гибель 5 украинских солдат. На места обстрела выехали представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Это город Макеевка. Здесь в результате обстрелов около 4 человек были ранены, разрушены несколько домов, в том числе и детский сад. Был первый сильный взрыв. Папа сказал мне ложиться на пол, все легли. Потом было около еще, мы слышали 5 взрывов. Ночью это слышал, бабахнуло. Я вышел, окно это открыл, это как шарахнуло, это по лесе, это оторвало, это, висела кость. Пришли к врачу, я говорю, что это вряд ли, 50% будет, если приживет, то нормально, если неделю не будет, то его ампутируют. Почти год назад Кабинет министров Украины утвердил проект «Стена». Его реализация оценивается в 150 миллионов долларов. Это проект инженерного оборудования украинско-российского государственного контроля в пределах Харьковской, Черниговской, Луганской областей и на перешейке с Крыма. Другими словами, Украина строит защиту от России. Как она выглядит спустя год после начала строительства, узнавала наш корреспондент Ольга Калиниченко. Прошел год с начала строительства стены на украино-российской границе. На этот проект Украина выделила 150 миллионов долларов. В результате у нас оборудуется противотанковый ров, делается контрольно-следовая полоса, и там, где невозможно варить ров, устанавливается металлическое сетчатое ограждение. При этом понять, почему строительство первого этапа стены так дорого обошлось государству, сложно. К примеру, 1 метр установленного забора обошелся в $65. Его изготовил харьковский завод «Фрунзе». И согласно прайсу на их официальном сайте, забор из такого же металла, но более простой конфигурации, стоит не более $40 за метр. А эта яма, так называемый ров, должен защитить Украину от танков. По задумке, техника в него должна просто провалиться. Роет государство такой ров по $70 за каждый метр. Но даже за такие деньги за год его вырыли не на всей границе. У нас уже отработано порядка 150 километров рва, где-то 115 километров дороги. И установлено 70 километров это металлическое средство ограждения, так называемый забор. Из
скольки километров всего границы Харьковской? Ну, порядка 300 километров. То есть где-то половина? Где-то половина. И все. Остальное – тепловизоры, камеры видеонаблюдения, сенсорные кабели, которые показывают журналистам во время пресс-туров харьковские пограничники, на самом деле не более чем выставочный экспонат. На эту технику средства еще не выделены. В приграничных селах ров не выкапывают. Пограничники говорят, что это в целях безопасности местных жителей. Здесь есть только забор с проволокой и наблюдательные вышки. Жители приграничного поселка Связь признаются, на чувство безопасности ров или стена никак не повлияла. Наоборот, говорят, живут теперь как в клетке. Мы тут как в заключении живем. В лес ходили за грибами и гулять. А теперь нас туда уже не пропустят. Разделилась семья и семьи. У многих местных жителей по ту сторону ограды остались родственники. От нас село километр, Журавлевка называется. Это Россия, там моя дочка живет, детки. Но теперь их сюда не пускают. Говорят, надо загранпаспорт и через центральную таможню. Раньше, говорят, местные жители к родственникам ходили через поле. Теперь поле пересекает стена. Точнее, забор с колючей проволокой, строительством которого хвастается правительство. Говорят, и страну защитили, и бюджет пополнили налогами от украинских предприятий, занимающихся ее строительством. Завершить стену планируют в 2018 году. Ольга Калинченко, Илья Никонов. Настоящее время. Харьковская область. В Ригу прибыла группа кораблей НАТО. Их задача – обеспечить безопасность в Северном и Балтийском морях и международную стабильность. В феврале министры обороны стран Североатлантического альянса приняли решение значительно усилить присутствие сил блока в Восточной Европе. Одним из первых шагов стало упрощение процедуры захода военных кораблей НАТО в территориальные воды Латвии. Детали размещения сил НАТО будут обговорены на июльском саммите в Варшаве. Уже в ближайшие недели будут представлены конкретные предложения по расширению присутствия сил НАТО в Латвии, заявил накануне генсек Альянса Йенс Столтенберг. Недавно мы решили усилить наше передовое присутствие в восточной части Альянса. Это направляет очень ясный сигнал. Нападение на одного будет нападением на всех. Эти решения означают, что в Латвии теперь будет больше присутствия НАТО, чем когда-либо раньше. Борьбу с дезинформацией начинают в чешских учебных заведениях. Как отличить правду от лжи, а новости от пропаганды? В нашем следующем репортаже. Этот чешский техникум специализируется на информационных технологиях, дизайне и инженерном деле. Однако тема сегодняшнего занятия – опасности, которые несет в себе кремлевская пропаганда. Мы находимся в самой гуще информационной войны. Преподаватель Станислав Мелихар раздает студентам распечатки статей из интернет-источников, которые они должны проанализировать. Вот у нас статья «10 ложных фактов об Украине». Например, ложь номер 8. В главе «Украинское правительство» стоят радикальные националисты и фашисты. Статьи вроде этой вовсе не обязательно правдивые, ведь написать можно все, что угодно. Материалы к уроку Станислав Мелихар берет на сайте чешской неправительственной организации «Человек в беде». В опубликованных там текстовых и видеоматериалах говорится, что Кремль пытается снизить общественную поддержку прозападной политики, проводимой в Чехии. В этом видео рассказывается о сайтах на чешском языке, на которых новости излагаются с позиции теории заговора или говорится полуправда. В данном случае речь идет об Украине, однако это касается и чешских новостей. Проезд колонны американской военной техники весной 2015 года вызвал бурную реакцию у пророссийских новостных сайтов. Они писали о предательстве и проезде оккупационной армии. Студенты разбились на группы и анализируют статьи. Перед ними калейдоскоп из материалов, взятых из центральных чешских изданий и прокремлевских сайтов. Ребятам не просто отличить одно от другого. Даже независимые издания могут публиковать сложную или поддельную информацию. Никогда нельзя сказать точно. Самое важное, кто пишет, с каких позиций, каковы источники информации. Преподаватель считает, что российская пропаганда уже повлияла на многих студентов. Она посеяла столько сомнений и путаницы, что те теперь просто не знают, кому верить. Я вижу, что с Востока, из России, идет дезинформация. Ее очень много, и даже если она не формирует напрямую их точку зрения, то подавляет ее. Значит, ими легче манипулировать. А ведь у них уже есть право голоса на выборах. Урок проливает свет на то, каким эти студенты видят окружающий мир.
Один из них говорит о засилии американской пропаганды, другой о цензуре в Германии. Многие просто признаются, что запутались. Честно говоря, я не думаю, что понимаю новости, потому что очень много противоречивой информации, и кажется, что вычленить правду невозможно. Кому-то неинтересно во всем этом разбираться, кто-то относится к уроку с безразличием. Но возможно, что остальные станут внимательнее относиться к источникам и принципам подачи материалов, которые они читают в сети, особенно если дело касается Кремля. В Таджикистане ни одно празднование Навруза не проходит без гуштингири. Это национальная борьба, которая имеет древнюю историю. О таджикских богатырях в репортаже Анушервона Арипова. Национальная борьба гуштингири – традиционная забава в дни Навруза в Таджикистане. Этот вид спорта имеет не менее древнюю историю, чем сам праздник Навруз, и является достоянием народа. Борьба настолько популярна, что посмотреть на выступления пахлавонов, богатырей, так уважительно называют спортсменов, съезжаются люди со всей страны. Я приехал из Шахринава специально, чтобы увидить борца Нимата Расланкулова, за которого болеем, посмотреть, как он борется. Мы приехали ради Махмад Наби Хуркаша из района Рудаки, потому что он лучший борец, красиво борется, техника у него отличная. Один из лучших — Мухаммад Абдурахмонов. Он побеждает и на родине, и в других странах, поднимая своими выступлениями авторитет Таджикистана. Он лучше всех и в тактике, и самый сильный физически. Особенность гуштингири в том, что схватки обычно проводятся в быстром темпе, изобилуют подножками, всевозможными подсечками и подкатами. Для него характерны ударные захваты, которые кроме этого вида спорта больше нигде не практикуются. Когда мы говорим о пахлавонах, таджикских выдающихся борцах, выступающих на международных соревнованиях по дзюдо или самбо, все они начинали в детстве с национальной борьбы. Также пахлавоны не работают в партере. Настоящий богатырь сражается всегда стоя. В остальном правила, большинство бросков и движений в гуштингири напоминают дзюдо и самбо. Именно с национальной борьбы начинали все дзюдоисты и самбисты, становившиеся призерами международных соревнований. В том числе Мухаммад Мурод Абдурахмонов, победитель Кубка Азии по дзюдо. Мухаммад Мурод Абдурахмонов победил и сегодня на гуштингири в весовой категории более 100 килограммов, а также стал абсолютным чемпионом, сразившись с другими финалистами. По словам спортсмена, эти соревнования были для него хорошей тренировкой и помогли набраться уверенности перед первенством Азии по дзюдо. Мы сейчас готовимся к Олимпийским играм, и перед этим у нас планируется чемпионат Азии в Ташкенте, где нам нужно победить, чтобы получить путевку на Олимпиаду. Это главная для нас цель сегодня. По традиции каждому призеру и победителю соревнований вручали призы, ковры и бытовую технику, а абсолютный чемпион Мухаммад Мурод получил новый автомобиль. Но спортсмены говорят, что хоть призы и приятно, главное не это, а возможность таким образом отметить Навруз. Сегодня мы здесь не просто боремся. Так мы отмечаем Навруз 2016. Я уже выступаю во второй раз, и я очень рад, что победил в этот раз. Для меня это шаг вперед. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.